29 градусов. Айда на нашу кухню. Сейчас нету ее, она в будке в щена зарылась. Это ты что, меня что ли посчитала? Опять меня оставишь. Мы договаривались на улице ничего не делать сегодня. Я когда-то любил очень густое пюре. Много мяса. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас у нас утро, 7 часов. На улице такой морозец. Так, на термометре показывает 29 градусов. Холодок такой. Ветер у нас уже 3 дня или 4 дня уже такой. Резкий, режущий такой ветер. Хотя его 30 градусов, но очень холодно. Ну и здравствуйте от меня, друзья, зрители нашего канала, друзья-товарищи, всем привет. Видели, какая погода? Погода очень такая неприятная вообще. Сижу дома, никуда практически не выхожу. Снимать деревню получается очень мало. Но холодно, 29 градусов, плюс ветер там где-то метров 13, наверное, в секунду. Это очень холодно. Это добавляет 2 раза вот этот градус, 29, и ветер ужасный, ужасный холод. Вот, и как-то простыть тоже неохота, да и зачем? Сижу дома в тепле. Маша вот занимается вот сегодня с утра снег чистила. Ну, снег такой, я вам скажу, как песок. Не просто, это не осенний пушистый снег. Это как земля, как песок. Ее прям скребать не надо со звуком, а не так раз разбросал и все. Вот. Ну, как видите, дома-то... Даже дома я сегодня в кофте сижу. Ну, а что я хотел? Я предлагаю сегодня посмотреть еще видео с нашей кухни. Маша будет готовить вкусную подливу с мясом для вкусной пюрешки. Ну, так сказать, СССРовский рецепт такой. Старинный СССРовский рецепт. СССР столовых, знаете, какая подлива вкусная была и пюрешка. Вот такую сегодня и будем готовить. А вас всех, друзья, я приглашаю вместе с нами посидеть на нашей кухне. Послушать не только там рецепты, там замечать, как это все делается, а просто посидеть с нами и послушать нашу беседу, нашу манеру общения. Вот так. Все. Всех приглашаю. Айда на нашу кухню. Ну что, друзья, Маша уже
ну, сегодня раз снимаем готовку, что потом. Маша вот решила приготовить обед такой, картошку, ой, пюрешку с гуляшем. Гуляш, или как там потом, с мясом. Ну, да, видишь? С подливой. Пюрешка, ты пюрешка это уже делаешь, да? Да, сейчас поставлю на плитку. Ну, пюрешку будешь делать. Ну, пюрешка там, картошка почистили. И на сковородку. А вот мясо для подливы это, наверное, да? Да. Для подливы вон. Так, в кастрюлю. И прямо в кастрюле будешь это готовить, да? Да, Ну, сотейник какой-то. Да. Вот сюда добавлю воду. И тоже поставлю вариться на плитку. Ну, мясо где-то сколько грамм? Грамм 300, да? 400, 300, наверное, больше, где-то. да. 400 грамм. Угу. И это потом тоже на плитку. Тоже на плитку и пускай все готовится. Да, все варится. Все. Ну, Маша так делает иногда. Я не знаю, как правильно, гуляш или мясо с подливой, или как это называется, не знаю, но мы едим, и это очень вкусно. Ну да, Вот так. сделаем. А ты сейчас куда? Пока это все варится. Опять меня оставишь. Маша каждый заходит. Мы договаривались на улице ничего не делать сегодня. А через каждые 5 минут Маше надо выходить на улицу и что-то делать. Да, мороз он какой стоит. Не мороз, конечно, ветер. Если бы не было ветра, бы вроде на улице бы так ничего не холодно, а вот очень, очень ветер сильный. Да, мы хотели Умку отпустить. Я пожалела. Пожалела Умку. Маша говорит, это я, говорит, не буду выпускать ее. И смотрим, да, я обычно через окно, когда смотрю, она наконец Валера приходит и ждет, когда ее выпустят. Сейчас нету ее, она в будке в щено зарылась. Конечно, холодно. Да. В щено зарылась и там... Ну ладно, выключаемся и будем уже готовить дальше, когда уже пюрешка закипит, картошка и мясо. Будет готово. Мясо будет подготовлено. Ну, саму подливу-то покажем же, как будешь делать, нет? Конечно. Ну, вот, мясо, свинина, давайте. Ну да, мы же все время из свинины все делаем. Да, конечно, мы порося держим 5 штук порося. Да, может больше. Это ты что, меня что ли посчитала? Ну да, шутка. Ну что, картошка у нас готовая. Сейчас будет Маша делать пюрешку. А я поснимаю немножко тоже, посижу рядом с ней. Поставили молоко греться, да? Вот. Ну, чтобы молоко горячее было. Вот. Мясо еще варится. Не готово еще, да? Чай вскипел. Маша начала толочь картофель и делать пюрешку. Ну, пюрешка-то пюрешка есть. Самое главное сюда эту пюрешку надо добавить горячее молоко. Можно сказать, даже не теплое, а горячее. Тогда пюре будет нежное и вкусное, нежное, без комочков. Я правильно говорю, Маша, или нет? Комочки это зависит, наверное, от картошки. Да. Ну, картошка у нас очень Рыхлая, рыхлая картошка, и комочков не будет. Есть такая картошка, хоть как ты не вари, все равно там комок получится. Ну, картошка рассыпчатая, такая рыхлая. Здесь комочков уже не будет. Сейчас молоко еще. Ну, молоко вроде как нагрелось. Горячее оно стало. И вот уже теперь вместе с горячим молоком вот такое нежное пюре получается.
Молоко Маша добавляет не сразу, постепенно. Мы любим жидкое, когда пюрешка, а не такая густая, Да. как некоторые делают. Я когда-то любил очень густое пюре, но после того, как мы с Машей стали жить вместе, и первые года тоже никак не мог привыкать к этой пюре, к этому пюре, жидкому пюре. Почему-то я любил с детства густое пюре, а сейчас не могу есть густое пюре, наоборот. Я привык к машиной готовке, к машиной еде, и вот пюре очень, когда нежное, она, ну, намного вкуснее. Густое пюре же, когда стынет, потом его надо резать ножом, можно так сказать. А ведь когда жидкое оно не твердеет, как получается. Да. Не такое. Спорить не буду, пюре у Маши вкусное. Это уже я 100% уверенностью скажу. Ну еще пюре как пюре. Буду выключаться, и когда будет готовить мясо уже, тогда уже... А, сливочное масло еще вышло жить. Ну, сливочное масло, так, сливочное масло. Водички еще добавила горячей. Ну хорошо, сейчас уже я поближе тогда покажу, какая будет консистенция. Какая будет. Ты покажи просто густоту. Густая, не густое пюре. Вот покажи, какое будет. Ложкой покажи. Сейчас. Это все размешаю, да, после уже. Масло положила. С маслом сейчас это все еще. Вроде соль хватает, нормально. Сейчас еще это размешаю с маслом. И когда будем кушать, еще тогда можно еще добавить. Ну, это уже, наверное, мясо, наверное, лучше я добавлю. Сливочное масло. Гуляш. Так, пюрешка готова. Ну-ка, покажи, вот, ну, жидкая, не жидкая, ну-ка. Ну, вон. Но это если остынет, потом самый раз будет. Вот такое вон. Мы любим такое жидкое. Ну вот, примерно показали, как пюре. Пюре, обычное пюре, но у каждой хозяйки это пюрешка разная. Вот у Маши такая получается. Я знаю, что она вкусная очень. Вот, Маша. А? Мясо есть сюда. Ну, мясо сейчас приготовится и будем кушать с мясом. Так, картошка готова. Мясо у нас... Варится еще пока. Ну, приближается к готовности уже, давайте. Да, как бы... Лук жарить с мукой. Половину лука. Да. Половину луковицу взяли. Да, сейчас лук кладу. И сразу муку. Беру. Так, 2 ложки муки. И это обжариваю сейчас потом. Потом еще добавлю томатную пасту. Немножечко. Так, добавляю томатную пасту. Там пол-ложечки, да, вот поставила. Сейчас размешаю. Еще немножечко пожарим. И потом поставим, чтобы поостынет. Потому что горячее сразу нельзя класть в мясо, так как может образоваться комки. А чтобы комков не было, нужно, чтобы чуть остыл. Обжарили, я плитку выключила. Так. И сейчас пока в сторонку поставлю, чтобы остыл. Немножечко, чтобы остыл.
Так, вот у нас мясо. Оно уже мягкое. Сейчас остынет наша мука, где мы обжарили лук с мукой. И потом сюда будем класть. Сейчас я это сюда добавляю. Все размешаю потихонечку. Так, вот он у меня уже загустел. Так, немножечко пусть поварится 2-3 минуты. И потом можно убрать. Если сильно загустеет, водичку еще добавлю. Лавровый лист маленький. Я не люблю очень много, чтобы лаврового листа было. Для запаха немножко вот маленький листочек положила. Так, и пусть закипает. Это, наверное, у меня густо, наверное, получилось. Придется, наверное, немножко водичку добавить. Добавляю водички. Чтобы не так густой был. Потом уже, когда будет готово, добавлю сливочное масло. Оно ничего не испортит, масло. Вкуснее еще даже будет. Так, пусть закипает. Так, молотый перец я сейчас еще положу. Для остроты. Свежий молотый. Так, положу свежий молотый перец для остроты. Это тоже не помешает. Вот. Так, это я все сейчас выключаю. И пусть пока так постоит немножечко. И все. Гуляш готов. А, масло еще нужно добавить. Масло забыла. Так, кладу масло сливочное. Ну что, друзья, вот и настал момент, время че, так сказать. Вот такая пюрешка. Как в советские времена. Такая пюрешка. Каждому на брата, на брата. Вот. А теперь самое главное, подлива. Вкусная подлива. Очень красивая и вкусная. И много мяса. Ну, шикарно, друзья, выглядит. Все очень красиво. Соленые огурчики нашей пюрешки с подливой. И вот Мария Олеговна. Все, будем кушать, друзья. Присаживаемся. Угу. Ну что, пробуй. Я буду смотреть. Оценивать. Оценивай. Говорит, пробуй первым. Да. Вообще-то я пробую, когда из твоих рук всегда первым. Давай. Сегодня я сам буду пробовать, да? Да. Но огурчик подам. Огурцы свои. Сейчас оценим Машину вкусняшку, но у меня слюнки это самое во рту уже. И что? Что-то не хватает? Все очень вкусно. Мясо приготовилось очень нежное и мягкое. Ну, потому что достаточно так варила Маша. Все вкусно. Очень вкусная подлива.
Обалденно вкусное пюре. А пюре тогда мягкое. Вообще. Солью все угадала. И я угадал, что 20, считаю, уже скоро 28 лет, как я выбрал Машу. Вот так. Ну что, разжевал я, на камеру уже жевать-то дальше не буду. Я буду кушать. И что сказать? Скажу спасибо за такую вкусняшку, Маша. Очень, вкусная подлива. Пюрешка-то само собой вкусная. И подлива нормально, очень вкусная получилась. Ну вот так. Опять же мы были на нашей кухне. Вы, то есть, вместе с нами. Всем большое спасибо, кто досмотрел этот небольшой такой ролик. Что? Скажем всем спасибо и готовьте. Вот тоже, может что-то для себя приметите и может кто-то возьмет на заметку вот наши скромные такие рецепты от Маши. А может кто-то и там в комментариях сами добавят нам, подсказывают иногда. И мы с удовольствием прислушиваемся. Это же нормально, когда дают советы там. Это очень хорошо. Так. Ладно, всем удачи, друзья. Всем до свидания. До новых встреч До на новых- нашем канале. Успела. Наша успела сегодня. Молодец. До свидания. До свидания.